Бизер шумас хатыр скуа хупшчы. Дило шабет апсна хабария хупшу зиги я цахцвит хадыр тыр яхам хал шабет хуб я айгва яцими пуцыз махтас сна нткар хада важлар палата чудуккут аневис иккулара хазат кулует. Здравствуйте, уважаемые зрители, Апсна Хабар продолжает работу. Прежде чем мы начнем, я прошу подписаться на Апсна Хабар. Мы есть во всех социальных сетях: Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Подписывайтесь, и вы будете узнавать новости и наши эфиры видеть первыми. Сегодня у нас в гостях соучредитель общественной организации Ахица, экс-депутат парламента Ахрабжаня, Алхас Асланзе, юрист, общественный деятель. До начала эфира Ахра попросил передать первое слово Алхасу, и мы будем исполнять просьбу старшего. Как бы кто ни подумал, начнем эфир с того, что Алхас первый прокомментирует вчерашние события. Я, Алхас, хочу вот с этого начать. Это слово, мне кажется, самое популярное в Абхазии стало за сутки. Это слово «должен». Причем таким с восклицанием и с неким требованием. Так, президент вчера сказал, что парламент должен принять закон, да, должен рассмотреть закон об апартаментах в июле, не откладывая на сотню лет. Насколько чисто с юридической точки зрения это высказывание корректно? Добрый день телезрителям. Я хочу извиниться, Ахра Юрьевич, многоуважаемый, что вперед взял слово, точнее, ты мне его дал. На самом деле, это же тенденция. То есть это не просто вчера сказал президент такие вещи. У нас уже на протяжении какого-то времени такого рода риторика звучит. У нас была новость, когда президент брал обязательства от имени законодательной ветви власти перед какими-то с нашими партнерами иностранными. У нас был представление в МВД нового министра, когда в законотворческий процесс почему-то президентом начали вовлекаться силовые структуры, когда, обращаясь к личному составу МВД, было сказано, что вот мы все вместе должны эти законы принять, хотя никакого отношения к законотворчеству, ни законодательной инициативы, ничего такого МВД не имеет. И вчера, естественно, тоже это логическое продолжение этих вещей, когда президент говорит, что парламент должен принять решение. Начнем с того, что такое обязательства у парламента нету по закону. У парламента есть свой регламент, у парламента есть свои какие-то сроки рассмотрения, есть общественность, есть общественные слушания, комитетские. Вопрос очень серьезный, на самом деле. Вопрос, на мой взгляд, принятие которого кардинально меняет ландшафт Абхазии и в демографическом плане, в экономическом плане, в социальном плане, естественно, и в политическом плане. Он тоже изменит ландшафт Абхазии. Поэтому так быстро его принимать и это просто я вообще никогда не слышал такого нигде. И даже в истории Абхазии, которая вообще чудесами известна, я такое не слышал. С другой стороны, сам парламент, он недавно был сформирован, относительно, 2 года прошло. Я сам участвовал в предвыборных кампаниях, был кандидатом, пристально следил за всеми кандидатами. Я не видел, чтобы хоть один депутат, у него в повестке, в обещаниях избирателям был такой вопрос апартаментов и так далее. Соответственно, это вопрос не парламента, инициатива не парламента, не депутатов. Законодательной инициативой по отношению к этому закону воспользовался сам президент. То есть это его вопрос. И поэтому для меня это, на самом деле, это разделение ветвей власти. И это высший законодательный орган страны. Президент возглавляет исполнительную власть, является верховным главнокомандующим. Но смешивать это все, это явные признаки такие
такого самовластия, авторитаризма. Наверное, кому-то будет смешно в Абхазии, да, поверить в такое, но признаки этому. Не Стремление то, что, такое. ну, я не знаю, стремление, но это признаки. Это можно просто сиюминутно нам показалось, и кому-то хочется так показаться. Ну, оно есть, это по факту так. То есть командовать другими ветвями власти, ну, а что это еще тогда? То есть я только в этом контексте именно это высказывание рассматриваю. И удивительно, я не знаю, может мы дождемся реакцию парламентариев там, на все эти вещи. Я, кстати, думал о том, что Ахра Алхац, вот я себе так представил чуть-чуть другую Абхазию, где президент выступил вот с таким заявлением, и на утро мы получаем реакцию парламента. Публично, да, то есть он же публично выступил, говорит о том, что должен принять. И публичная реакция парламента, где говорилось бы, что мы независимая ветвь власти, что мы сами принимаем решения, на нас не может оказываться давление ни публичного, ни непубличного, да. То есть как бы вот такого заявления нет, ну и это просто вот в другой какой-то Абхазии. Вот, но я надеюсь, что мы к ней придем, или мы даже придем к Абхазии, где не будет возможности у президента настолько очевидно, да, бороться с собственными законами, бороться с собственной конституцией. Ахра, вот было во вчерашнем высказывании еще несколько таких важных тезисов. Например, что президент не видит демографической угрозы в возможности увеличения количества населения Абхазии кратное, да, в разы. И если даже мы останемся в меньшинстве, я имею в виду, что государственно образующий этнос, и что у нас есть право голоса, и, собственно, нам этого достаточно, а политика никак не связана с экономикой в вопросе апартаментов. Да, я отвечу на этот вопрос тоже. Но если позволишь, я еще чуть-чуть, да, конечно, не в дополнение. Мне очень понравилось, как Алхаз выступил. Какие-то нюансы я хочу добавить. Или там комментарии, что ли, я не знаю. Вот я смотрел такой фильм давно, иностранный. Там к генеральному прокурору страны приходит председатель парламента и управляющий, или как назвать, делами президента, да. И они говорят, вот мы посовещались, есть такое общее решение, вот это должно быть вот так решено, это в интересах государства. Он их молча выслушал. Потом, когда они закончили по очереди выступать, он сказал: вы знаете, в чем заключается вся прелесть системы сдержек и противовесов? А в чем? То, что я сейчас вас могу послать, вы туда пойдете, и мне ничего не будет. И он так и сделал. В данном случае, мне кажется, что депутаты парламента, ну, возможно, не так и оценят такие демарши, когда говорят, вы должны. Они должны на вооружение взять вот эту вот концептуальную мысль о том, что они являются абсолютно независимой, самостоятельной, полноценной ветвью власти, которая, если не большую, но никак она не меньшую роль играет в обществе, чем исполнительная власть. Она несет свою массу функций: контрольная, представительская, законотворческая. То есть фактически это социум в миниатюре. А исполнительная власть, она просто это менеджер, управленцы, который осуществляет вот эти идеи, которые через парламент социум делегирует исполнительной власти. Поэтому мне кажется, что парламент должен отреагировать. Во-первых, для восстановления статус-кво вот этого вот ветви власти. Во-вторых, просто для сохранения собственного престижа. Это недопустимо, когда суверенные отдельно ветви власти таким образом командуют. Ну, если бы, например, президент там сказал бы: вы должны принять, я не знаю, градостроительный кодекс, я бы принял. Вы должны принять кадастр земель. Я вот настаиваю, вы обязаны. Я тоже как-то это понял. Если бы он сказал: мы должны там внести соответствующие изменения в закон о государственной службе, мы должны внести изменения в Конституцию перераспределение полномочий политических партий мажоритарных, я бы это тоже понял. То есть это те вещи, которые много раз говорились, в том числе и президент говорил. Если бы он вот так вот эмоционально высказался бы за это,
я бы это понял. Но когда он эмоционально, наставительно, и прямо, будем говорить, недопустимым тоне высказывается о проекте, который вызывает просто колоссальное возмущение, протест и отторжение в обществе, это невозможно понять, это невозможно объяснить. Я думаю, парламент соответствующим образом на это отреагирует. Что касается вот второго, там еще такая фраза была, что мы живем в параллельной реальности. Вот есть экономисты, есть политики, которые просто живут в параллельной реальности. Они вообще, ну вот, да, вот я не говорю прямо кто-то конкретно, но это в процессе беседы. Вот надо жить в параллельной реальности, не понимать, не чувствовать ни собственной истории, ни нервы своего народа, ни тех угроз, которые столетиями угрожали нам, не тех просто угроз физическому нашему уничтожению 30 лет назад, чтобы сказать такую фразу. Подавляющее большинство наших проблем на протяжении столетий было связано с тем, что вот это вот право нашей нации определять путь развития подвергалось сомнению. Сперва Российская империя, потом Советский Союз, потом Грузия, они отказывали нам в этом праве. Знаете? И от того, что нас было мало, это право было ничтожно. И именно вот это демографическое отношение привело к тому, что мы вынуждены были с оружием в руках отстаивать свое право на будущее. И теперь, когда мы его отстояли, когда мы развернули историю, и теперь, когда этот статус-кво работает на наше будущее, говорит, что, знаете, я не вижу проблем в том, чтобы титульная нация, или я так сказал бы, все граждане Абхазии составляли меньшинство по отношению к иностранцам. Это непонимание своей истории, это риски для государства, это риски для всех граждан Абхазии. Не знаю. Ну, на самом деле, да, я бы сказал, что такое в каком-то смысле, вот Алхас тоже об этом сказал, что тенденция, да, к этому ведет вообще выступление, действия власти, но это было достаточно шокирующее такое заявление. Абсолютно. Да, что, ну, то есть, там, представить себе, что условно миллион как бы, населения Абхазии, из них там 80-90 тысяч абхазов или граждан Абхазии, ну, и чтобы это никак не влияло на политику, ну, я думаю, что и вот это что очень... хочу добавить, это такое было сказано впервые, по-моему. Ну, Я не помню, чтобы ни один государственный деятель, не то что после военного нашего периода, а еще до военного, люди, которые принимали участие в национально-освободительном движении, чтобы кто-либо из них что-то подобное сказал. Знаете? Это как выражаются в небезызвестных политических, это какая-то красная линия, за которой начинается просто разрушение наших, вот, не знаю, идеологем, нашей идеологии, фундамента нашей государственности. Как такие? Это то же самое сказать, что вы знаете, вот я не вижу никакой проблемы, там, может мы поделимся нашим суверенитетом, может еще что-то. Это очень похожие вещи. Да, беженцев еще 100 тысяч, ничего так проблем. называемых. Да, так называемых беженцев. То есть, как бы так можно дойти до очень таких, да, странных высказываний. Я бы хотел добавить, тоже мне понравилось, что Алхас сказал, будем сегодня хвалить друг друга, но на самом деле хотел бы поговорить, во-первых, о политических правах, собственно, что это такое, да, то есть ситуация, да, когда мы Абхазская автономная Советская Республика была в составе ГССР, там не было прямой ситуации один человек, один голос. Все-таки тогда была руководящая роль ЦК КПСС, была национальная политика, квотирования национальных кадров там, и так далее, различных таких вещей, более продуманных. И, кстати, переселенцы, вот эти грузинские, их тоже заселяли в Абхазию, когда там, в первую очередь, тоже экономические были аргументы, да. То есть говорилось о том, что вот туризм, курорты, нужно сельское хозяйство поднимать, осушать болота и так далее. И многие, кстати, вещи были сделаны, да, ну, на первых этапах. Тут другой момент. Рано или поздно
большая часть населения, существенная часть населения, имеющая имущественные права, не может не приобрести социальных прав и вследствие еще и политических прав. А с другой стороны, президент сказал, что он согласен с тем, что надо укреплять вопросы гражданства. Но, я вам скажу, мы четко видим президента программу по инвестированию, инвестициям и привлечению населения, заселения. Это мы четко видим. Мы видим законодательные инициативы, мы видим риторику, мы все это видим. Но мы не видим каких-нибудь законодательных инициатив по укреплению гражданства, по укреплению языка, по репатриации, по тем вещам, которые волнуют большую часть нашего общества, абхазский народ. То есть, да, одно в риторике, да, надо укреплять гражданство, это говорится, но за этим нет ничего. А за другим стоят законопроекты, проекты, инвесторы, все готово, уже на стадии запуска, и парламент должен вот сейчас в июле это все принять по этим вопросам решением. Это серьезное несоответствие, показывает ориентированность нынешнего правительства, абсолютно показывает, к чему они идут, что да, сейчас нам надо сказать, вот это надо укреплять, то надо укреплять, но ничего за это не делается, никаких проектов нету, а свои вопросы они решают. Мы же видим, что за последние несколько лет, я где-то читал, вот перед эфиром смотрел, многотысячно увеличилось количество граждан Абхазии не абхазской национальности. То есть это много тысяч людей за последние годы. И пока мы эти планы по укреплению, которых нигде нет, будем реализовывать, у нас еще сколько десятков тысяч может появиться новых граждан. Это все напрямую несет угрозу нашей государственности, это несет прямые риски и угрозы. И на самом деле этот проект, он конкретно несет с собой большой внутренний конфликт между властью и частью народа, между режимом и национально ориентированными людьми. Это просто неизбежно, это я вижу как как неизбежную данность. Еще один момент я хотел бы отметить. Экономическую составляющую. Большие проекты, большие инвесторы построят здесь анклавы, самодостаточные, заселенные иностранцами, с иностранным бизнесом, внутри будут гостиницы, рестораны, все. А туристы, которые сегодня приезжают и у граждан Республики Абхазии размещаются, пользуются услугами, ресторанами, они куда будут ориентированы? А я уверен, что они тоже будут ориентированы именно на эти анклавы, именно на эти гостиницы. И все идет к тому, что местное население потеряет и свои экономические сегодня небольшие возможности. Это тоже большие риски. Если я не понимаю тех, кто говорит о том, что вслед за этим куда пойдет серьезный подъем. И все, что мы видим за последние годы, мы видим неполноценные договоры, мы видим, что у нас инвестиции ради инвестиций, аэропорт ради аэропорта, то есть не тот же, я сейчас задумал. Инвестиции ради инвесторов. Ради инвесторов, да, вот ты правильно сказал. Инвестиции ради инвесторов. То есть все наши шаги, они же должны давать какой-то результат. Мы должны видеть, если мы видели, что наше правительство очень серьезно обеспокоено вопросами гражданства, языка, развития абхазского народа. Может, мы так бы и не волновались бы и за эти апартаменты, может, у нас доверие было бы выше к этому. Но мы видим абсолютный провал, вынужденная риторика иногда. То есть, когда уже совсем не вмоготу, там приходится говорить, да, вот надо то укреплять, это укреплять. А тут серьезные планы, которые уже готовы к реализации. Этот дисбаланс явно очевиден, я не знаю, кто просто посмотрит все это очевидно. Вот в дополнение к тому, что Алхаз говорит, я полностью согласен. Вот у меня сложилось такое впечатление, что атмосфера, в которой эта встреча проходила в Общественной палате, на мой взгляд,
такая очень напряженная, в ряде случаев недоуменная. И вот как будто надвигается цейтнот. У меня вот такое ощущение было, что вот сейчас вот это последняя черта, за которой исполнительная власть во главе с президентом должны принять этот закон. Иначе какие-то, я не знаю, как это понять, какие-то обязательства, какие-то договоренности не будут исполнены. У меня полное ощущение, что если вот сейчас этот законопроект будет обсуждаться, приниматься и будет принят, это послужит таким вот шлюзом, он откроет массу других вещей. Я ни на секунду не сомневаюсь, что за ним последует все остальное. Я могу перечислить. Это вопросы Пицунды. Они будут лоббироваться, ставиться, и, возможно, будет принять. Это вопрос энергетики. Это вопрос взаимного принятия, признания решений судов. Это вопрос двойного гражданства. Не как сейчас это было сделано, а полноценного этого двойного гражданства, что тоже ставит угрозу нашей демографии. Это вопрос иноагентов и так далее, и так далее. Все эти вопросы будут приняты. Иначе я не могу объяснить. Вот та поспешность, та напряженность и какая-то, не знаю, такая экзальтированность, с которой обсуждался этот вопрос. Иначе как я могу объяснить? Вы должны это. Почему мы должны? Давайте взвесим, давайте обдумаем. Нет, должны. У нас нет времени. У нас есть, что если мы это сейчас не сделаем, у нас будут проблемы. Я не знаю, но не у нас, не у граждан Абхазии проблемы. Ну, может, у кого-то и будут возможно, проблемы, в управляющем классе. Да. Но потом я еще одну вещь понять не могу. Вот я готов предположить, что есть некоторые договоренности каких-то политических и экономических групп по поводу продвижения этих законопроектов. То есть я других причин найти не могу, потому что они противоречат нашим национальным интересам. Но я не могу понять, это что, коллективное решение такое? Вот с президентом идут министры. Один, второй, третий, молодые люди, дети уважаемых родителей, сами достаточно уважаемые, образованные люди. Мы их знаем с хорошей стороны. Но как у вас вообще не возникло никакого вопроса? Почему из всех молодых людей, кого я знаю, с кем я общаюсь, не знаю, уважаю, такие же дети этих уважаю, почему у них возникает вопрос? У вас почему это не возник такой вопрос? Я не понимаю, что это вот кресло, на котором мы сидим, настолько дорого. Или, я не знаю, как это можно поставить на одну чашу весов ваше политическое и социальное положение и судьба вашего государства, вашего народа. Почему я не услышал ни одного голоса из правительства, в котором очень много, в том числе и молодых ваших ровесников? Чем это можно объяснить? Что это такая за круговая порука? Знаете? Я думаю, что есть наверное, это не тема, которую мы сегодня планировали обсудить, но Абхазию вот за последние десятилетия все наше общество ведут к тому, что мы безвольные, мы не самодостаточные, мы неуспешные. То есть это все воспитывается в обществе. Есть огромная коррупция, есть много несправедливости, которая происходила все эти десятилетия, да, и как бы вот некое неверие в абхазский проект, да. Поэтому, если, собственно, ты не веришь в абхазский проект, наверное, можно верить в собственную выгоду, личную выгоду. И на чаше весов, ну, окей, я в Абхазию... Я не могу в это поверить, что вот, все люди, там, молодежь, ваши ровесники, находящиеся в правительстве, что они вот так во всем разуверились. Ну, я не обо всех, но... Просто я не могу понять. У вас есть ваше слово, у вас есть ваши профессиональные обязанности, у вас есть обязанности перед вашими налогоплательщиками, перед вашими родными и перед вашим народом. И вы эти обязанности ставите на первое место. А все остальное, ваши корпоративные там какие-то договоренности, вот это иерархическое подчинение, забудьте об этом. Потому что завтра придут люди, ваши ровесники, и вам это скажут. Я вот, Ахра, если позволишь, да. Мы, как только услышали об этом проекте апартаментов, у нас аналогия появилась с Абхаз-Переселенстроем. Она как-то вот сама по себе как-то так появилась. И назвали, да, Парт-Переселенстрой. И в этой связи я начал изучать исторические документы, восполнять свои памяти и так далее. И недавно мне попалась
такое приложение к газете Республики Абхазия, кажется, Станислава Лакоба, и там «Тайна зеленой папки» называется. И я просто для себя, когда вот, Алхас, ты говоришь о том, что ландшафт изменится, может быть, нет понимания, что и как это изменится. Вот, может быть, мы просто вернемся, да? Вот, например, раньше эти грузины у нас имели доступ в рестораны буфетчиками и официантами, а сейчас нас вытесняют и хотят над нами руководить. Это 1945 год, то есть официально Абхазский переселенстрой был в 1938 году, да, объявлен, за 8 лет, да, за несколько лет фактически, там я могу читать Азиз Агарба, Ферах Пачали, Дмитрий Гуля, Баграт Шингуба, весь цвет абхазской нации, то, что осталось от репрессий 30-х годов, да, от тяжелейших годов, они все были в списках тогдашнего НКВД, как они выступали и как они чувствовали, видели, вся интеллигенция, весь вот реально весь цвет Абхазии, да, они записаны вот в этой книге, их цитаты, их высказывания как антисоветские, там и так далее. Сейчас что говорят у нас или там, когда у нас сейчас другая тематика. Вот что нас ждет. То, что сейчас в Абхазии мы можем управлять, да, местное население, небольшой бизнес, может быть у тебя, когда ты говоришь о ландшафте, да, мы даже могли задумываться о том, чтобы купить какую-то недвижимость, а сейчас уже невозможно, это нереально. Просто даже новость о том, что будет принят закон об апартаментах, в разы увеличивает цену на недвижимость. Но президента не смущает, что такая цена, и его даже беспокоит, что она маленькая, что она должна еще в десятки разов больше быть, потому что, видите ли, у нас по соседству стоит, да, то есть как можно вообще говорить о какой-то линии политической власти, когда, собственно, народ страдает, не может, да, есть там малоимущие люди, которые не готовы покупать себе недвижимость, они, даже власти, используя вот этот момент, говорят о том, что вот будет специальный налог от апартаментов, то есть насколько это все, как-то очень далеко, совсем далеко от наших интересов. Я не устаю повторять примеры хоть Восточной, хоть Западной Африки, я не знаю, просто эти люди, которые стояли одной ногой на алмазной трубке, второй ногой на нефтяных скважинах, там алмазы, я не знаю, что еще, уран, золото, все, что хотите, эти люди нищенствуют, воюют друг с другом, и все их богатства это приносит прибыль не им. Странными корпорациями и так далее, далее. Почему? Да потому что они смогли провести вот институциональных реформ. В какой-то момент они не сказали, что вот это должно служить на благо нашему обществу. Мы будем хозяевами этого бизнеса, мы будем на достойных основаниях участвовать в этом бизнесе. Там, где мы можем сами продвигать наш бизнес, мы будем его сами продвигать. Где не будем, тогда еще будем думать. Вот этот бизнес туристический, бизнес предоставления услуг, да, там в более широком смысле слова. Но очевидно, что это один из главных, фундаментальных бизнесов в Абхазии, потому что наше географическое положение, наше соседство и так далее этому способствует. И большое количество наших граждан путем больших трудностей, они брали кредиты на неподъемные проценты, они во много отказывали себе, своим детям и так далее. Они потихонечку построили этот бизнес. Я не сомневаюсь, что они смогут и дальше очень достойно развивать, потому что абхазы, вообще граждане Абхазии, умные, предприимчивые люди. Но когда ты берешь, просто из-под них выбиваешь эту почву, вот как Алхас совершенно, ты создаешь анклавы, бизнес-анклавы, которые будут вне сферы деятельности этих людей. Не прямые услуги, не косвенные услуги. Они к ним не будут допущены. Никакие налоги не компенсируют утрату личного бизнеса, прямого бизнеса, понимаете? Это бесконечно можно говорить. Я не понимаю, как можно продвигать законопроект, который представляет угрозу качеству жизни твоих граждан раз, и угрозу твоему государству в суверенном смысле два. Это показывает твое отношение к своему народу и к своим гражданам. Получается программа
по созданию внутри Абхазии конкуренции местному населению, которое он неминуемо проиграет. Недобросовестные. Неминуемо проиграет, да, конечно. То есть граждане Абхазии не имеют доступа к финансовым институтам, которые имеют иностранцы, не имеют доступа к определенным видам технологий, которые имеют иностранцы. Тем более сюда зайдут игроки, которые привычны к тем людям, которые, тем же туристам. То есть они там их обслуживают, там им продают все, и здесь будут продавать. То есть, реально местное население будет поставлено в условия более худшие. И, естественно, он проиграет эту конкуренцию. По большому счету, единственное, да, что наличие там политических прав, это тоже рано или поздно сойдет на нет, такого не бывает, это просто фантастика, еще учитывая, что ничего в этом плане не делается. Вот я читал, Абхазская национальная конференция предлагает ввести мораторий на вхождение в гражданство иностранцам абхазское. Я считаю, это, наверное, первое условие, которое она выполняет перед тем, как какие-то такие вещи начать обсуждать. Но это все не делается. И вообще даже не идет в том направлении ничего. Поэтому очень сложно. Еще я бы хотел отметить такую шокирующую ситуацию, в которой мы находимся. Это абсолютно отсутствие доступа на национальное телевидение, да, какого-то мнения, противоположному мнению власти. То есть по каким-то непонятным причинам, да, то не находится оппонентов для дебатов, потому что, не знаю, в таком режиме без оппонентов, видимо, удобнее намного. Тут другие какие-то причины, но в принципе вот этот голос, который звучит на улице, там, в соцсетях, везде, он на национальном телевидении отсутствует. То есть это мнение, практически его нету. Эта ситуация, она, я не знаю, это шокирующая ситуация. Это должно быть исправлено в ближайшее время, потому что, просто череда общественных организаций, которые требуют эфиров, дебатов, беспрерывно какие-то собираются люди, организации, строят планы, как этого добиваться. Такого быть не должно. Для чего нам национальное телевидение, если мы не обсуждаем национальные вопросы уровня такого? Зачем оно нам нужно? Никакого смысла в нем нету. И зачем тогда он на бюджете вообще занимает кнопку такого прекрасного российского канала, как «Культура»? Это у меня, вот знаете, такой лозунг никто не использует в предвыборной кампании. Но политика, которая ведется, она похожа на политику, что Абхазия без абхазов. Вот так я, может быть, кому-то кажется жестким, но я так скажу. И не для абхазов. Да, и не для абхазов. Это неоколониальная политика, понимаете? Да, это мы фактически возвращаемся к системе ценностей Российской империи, когда мы были виновным населением. Да, уже говорят об этом, да. Конечно, уже говорят, что народ к виноват, системе да. ценностей Грузинской ССР, когда мы были населением второго сорта, когда абхазцы не могли жилье в Сухуми получить, ютились по квартирам теплой и так территории, далее. да, солнечной. И это та же самая, это идеология одного типа. Люди, которые продвигают подобные проекты, эти носители этой идеологии, они не являются носителями идеологии развития. Они являются идеологиями носителями национально-освободительного движения. Это идеология вот эта, постколониальная, понимаете? И вот еще один момент, я не знаю, как это правильно сформулировать, я чувствую, попытаюсь это сказать. Тот факт, что президент республики фактически отказал парламенту хотя бы даже вот таком планомерном, поэтапном, открытом, публичном, максимально прозрачном обсуждении этого вопроса, даже вот такому уровню, что он наставит на то, что это принималось обязательно, а значит без обсуждений, без экспертных оценок, без критического анализа. Еще раз, на мой взгляд, говорит только об одном. Есть обязательства, но эти обязательства противоречат интересам народа Абхазии. Табук, да, я хочу завершить эфир, но хочу завершить эфир на абхазском языке, потому что
И вот у нас, да, есть такое выражение «аднатпер багайна и аднатпер бахбылнаци», да, вот, и апсва инагузалак яхён, ерхён, апсва ида апснах дамуат, апшмара, абри апсва яхамаз, яхёв жиран захаму апшмара, а ныркалар циртаху, ахункара напхгара чихо яха. Апсва ипшмароп дареха изетшо. Апсва жларроп изуктасва, убрезы ахара сымоп хатала сара. Апсва рымюа анимкалар ахцап яха ахункара напхгара чихо. Избанзар абысхак агуақра кабри турхи ялгани ахгаза ахункара яха ягуза циртаху. Хабхадзара лагишага хаqa уги цакамадзам ахупса адгил ахупса шага уи цакамадзам хазхуцфар сиртаху мугола хуцро пиртаху яха хинткара напхгара чихо бри баси хуцсар циртаху бапсужлар зиги аяйра тукозгахо ажлар уси хуцсам хагуразгойт шай хайдгылып мап чахкап яха яхадыргало хтазырхо закан итабу бихагупшу зиги наунагза апсынра стазара сихо садгыло.